кусает, пинает, ведет себя как будто дикая лошадь. Выезжает сюда, все это идеальная детская лошадь. Нужно было либо институт заканчивать, либо спортом заниматься. Лошадь не дрессируют, а воспитывают. А лошадь, ты вообще кто? И откуда ты взялся? Мы не можем научить животное летать, если оно в природе не летает. Стыдно ему сказать, что он боится лошади. Он зайдет там в группу джигитов. Не хочу никакой ветеринарной подготовки, я могу скакать. Наша кафедра называется «Кинология и конной подготовки». То есть она занимается подготовкой кинологов. Конная подготовка присоединилась в 2006 году. Появление конной подготовки, то есть дисциплина применения служебных животных в охране государственной границы. Это у всех проходит. Ветеринаров мы с курсантов не готовим, то есть это такие общие знания, просто чтобы они знали, как выглядит больное животное, чтобы могли отличить здоровое от больного. То есть какие бывают заболевания. То есть иногда бывает просто на границе, где-то в наряде ветеринаров рядом нету, никого нету, надо оказать первую помощь. То есть чтобы они хотя бы такими минимальными какими-то знаниями владели. Вот. Больше половины часов занимает именно практическая верховая езда. Вот. Но если сравнивать, допустим, со спортивной подготовкой, конечно же, часов мало, и там каких-то таких стойких навыков мы не даем, просто даем такую базу. То есть если по этой программе тренироваться, набирать опыт, то тогда, в общем-то, получается. То, что мы показывали на манеже, вот это как раз и есть тот максимальный уровень, который у нас должен курсант достичь. То есть мы показывали программу именно экзамена. То есть курсанты у нас вот это сдают на экзамене. Все курсанты должны уметь ездить верхом. Да. Они должны знать, как лечить это животное, да, как определить здоровое. Лечить это громко, конечно, сказано, то есть оказать первую помощь. То есть при таких наиболее распространенных заболеваниях. То есть каждый пограничник должен знать. Конечно. И должен уметь использовать это животное. То есть каждый пограничник, который использует лошадь для несения службы, то есть он, естественно, должен на ней кое-что знать, то есть что это за животное, то есть уметь его подготовить к службе, то есть нести на нем службу правильно, чтобы животное не травмировалось, то есть сохранило свою работоспособность. У нас есть такой термин сбережения лошади, вот, то есть сберечь ее в любой ситуации. Вы можете рассказать вообще о снаряжении? О снаряжении могу. Конское снаряжение, то, которое используется у нас, это военное снаряжение. То есть оно еще имеет очень долгую многовековую историю. То есть, в общем-то, я тоже интересовалась. То есть в других странах тоже используется похожее конское снаряжение. Именно вот конная полиция, пограничная служба. То есть любые действия, которые именно связаны вот с такой служебной необходимостью. То есть это кавалерийское седло, то, которое вот у нас вот здесь находится, это кавалерийское седло, а точнее его название строевое седло. Вот это? Да. То есть оно предназначено, да, раньше так называли, оно было предназначено для рядового состава. Вот. Было еще кавалерийское седло, но для офицерского состава. Это вот. Вот это? Да. У нас два таких седла, одно старое, это А чем они отличаются? мое личное седло. Вот, оно отличается строением, то есть не сильно оно отличается, то есть как бы основное строение оно похоже, вот, но отличается как бы большим комфортом, то есть где оно помягче, поудобнее, то есть если люди не разбираются, все они считают, что вот это вот седло, оно похоже, в смысле, оно спортивное, вот, хотя на самом деле оно, если сравнивать со спортивным седлом, то получается это как бы среднее между кавалерийским седлом и спортивным седлом. Вот, но выступать на соревнованиях на этих седлах также не выступают, то есть там имеется в виду классические виды спорта, это седло не используют. Вот, его применение вне
армии – это дистанционные пробеги. Ну, лошадей самое главное, их нужно любить. Вот тогда, когда есть любовь, есть хорошая мотивация, то человек быстро, в общем-то, обучается тем знаниям, которые ему не хватает. Но, естественно, чтобы правильно обращаться с этим животным, нужно просто знать, что это за животное. То есть, как оно себя ведет в естественной среде. То есть, что оно боится, то есть, что, наоборот, вызывает там, раздражение, интерес вызывает, то есть, что оно любит, что оно не любит. Потому что на всех вот этих вот его естественных привычках, как бы чертах характера базируется дальнейшее воспитание. То есть мы не можем научить животное летать, если оно в природе не летает. Поэтому мы, естественно, учим тому, что, собственно говоря, лошадь умеет делать в природе, просто это ставится на определенные команды, как, в общем-то, и любая дрессировка. Просто в отличие от собак, где команды подаются голосом или жестами, то здесь, когда человек сидит на лошади, команды подаются движениями рук, движением ног, движением корпуса. То есть со стороны, если всадник профессиональный и лошадь хорошо выезженная, то есть для дилетанта со стороны практически ничего не видно. То есть как будто сидит кукла, а лошадь сама все делает. То есть это вот идеальный вариант для дилетанта. Естественно, профессионалы, они знают, куда смотреть, они увидят управление, грамотное управление. Учиться я, когда на ипподром первый раз попала, то есть меня все уже ничего не волновало. То есть я готова была все, что угодно делать. Вот лишь бы мне дали лошадь, лишь бы меня научили. Вот, ну, то есть поэтому на конюшне должны такие люди работать. Потому что работы очень много. Работа тяжелая, работа грязная, работа связана с риском. Поэтому люди, которые, ну, есть какое-то такое не очень, ну, побаиваются или не любят животных, есть разные. Лучше на конюшне, чтобы таких людей не было. То есть здесь именно должны те, кто любит животных, и ради них они будут делать и то, что положено, и сверхположенного. В академии у нас лошади только учебные, они в охране границы не применяются. Дукатик, давай вот так. Вот так. Давай. Давай, повернись. И вот так постоим. Вы их дрессируете, да? Ну, дрессировкой не называем, мы называем воспитанием. И выезд, да. Лошадь не дрессируют, а воспитывают. Ну, здесь, поскольку они находятся в основном в табуне, занятия происходят ну, не так часто. То есть это не каждый день занятия бывает. Поэтому у нас, да, есть лошади, на которых вот, показательные выступления мы делаем. То есть лошади, на которых я провожу занятия. Там, ну, 2-3 у меня есть. Потому что если одна заболеет, я должна занятия по-любому проводить. Поэтому я тогда пересаживаюсь на другую. То есть эти лошади меня знают. Вот. Но все равно, то есть для того, чтобы лошадь полностью вот, 100% доверяла и подчинялась всаднику, я должна ездить на ней одна. Только я и все. Тихо. Стоять. Анна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, вот почему важна конная подготовка для пограничников? Пограничники в горах, там, где не может пройти техника, вот, они используют лошадей. Бывает так, что там, где, в общем-то, техника может пройти, но бывают такие случаи, то есть непогода, там глубокий снег или, наоборот, развезло дороги, грязь. То есть то же самое, техника не пройдет, даже на ровных участках используются лошади. Вот, в принципе, лошади сильно экономят горюче-смазочные материалы. То есть, в принципе, если за лошадью идет хороший уход, правильный, то есть кормление, они, в общем-то, и служат. А что нужно знать о лошадях? О лошадях нужно знать, во-первых, что это за животное, то есть какие у него именно особенности характера,
как дикого вида, потому что наше все воспитание именно базируется на вот этих вот знаниях, то есть что именно лошадь делает в дикой природе, то есть как она защищается, как она строит свои отношения с себе подобными, потому что человек, когда начинает взаимоотношения с лошадью, то есть мы в любом случае, это как изучение иностранного языка, то есть чтобы мы могли общаться с лошадью, то есть что-то ей объяснять, то есть навязывать как бы свою волю, что какие-то требования к ней предъявлять. То есть мы должны ей объяснить, что мы от нее хотим. Объяснять мы должны на ее языке. Поэтому мы должны хорошо знать, что это за животное. Ну вот и, соответственно, строим свою работу именно на вот этих вот знаниях. То есть также нужно знать немножко анатомии, точнее особенности анатомии, немножко особенности физиологии. Анатомия – это наука о строении животного, вот, физиология – это наука о жизненных процессах, которые протекают в любом организме. То есть как живет организм, проще говоря. И на этих науках строится как раз все содержание лошади, то есть уход, кормление, водопой, то есть все вот эти вот правила, сколько, когда, чего можно давать, нельзя давать. То есть распорядок дня строится. То есть если это все соблюдается, лошадь, в общем-то, болеет мало. А сколько лет вы преподаете? Преподаю я скоро уже будет буквально... Через 3 дня будет 26 лет. О, здорово. А с чего начинается ваше занятие обычно? Наши занятия начинаются с того, что курсанты приходят, стандартный набор, то есть мы здороваемся, то есть я довожу там тему, цели, задачи, занятия, то есть объясняю. Потом у нас такая вводная часть, то есть я рассказываю, что за занятие будет, что мы на нем должны, каких целей мы должны достичь. Вот, затем у нас идет это именно особенность конной подготовки, мы должны закрепить лошадей за курсантами. Вот. На каждом занятии я стараюсь закреплять другую лошадь. Вот это делается для того, чтобы за короткий промежуток времени человек получает максимальный опыт обращения с животным. Потому что если будет ездить на одной и той же лошади, он к ней привыкнет, он на ней научится, но он сядет на другую лошадь и будет как в первый раз. Поэтому, чтобы не было вот как в первый раз, они садятся, то есть каждая лошадь, она очень индивидуальна. То есть у нее свой характер, она по-разному реагирует, то есть даже на процесс ухода за ней, то есть на процесс седловки, то есть, естественно, верховая езда, то есть строение где-то различается, то есть движения разные, реакция на воздействие всадника, то есть на руки, на ноги, на корпус идет по-разному, то есть кто-то это хорошо чувствует, быстро реагирует, кто-то никак не реагирует, игнорирует. Вот. Ну и, соответственно, человек, то есть курсант, он должен вот эти вот нюансы тоже хотя бы осознать. То есть если не получить там какие-то стойкие навыки, он просто должен с этим ознакомиться, что бывает вот так, бывает вот так, бывает вот так. Вот поэтому меняем. И чтобы правильно закрепить лошадь, потому что от этого зависит вообще безопасность занятия. То есть если я произведу неправильное закрепление, то есть я на занятии получаю ЧП. То есть будет травма, будет расследование. Правильное закрепление – это в чем заключается? Правильное закрепление – это я, во-первых, курсантов опрашиваю. Опрос идет групповой. То есть я им просто говорю, кто, допустим, имеет хороший опыт обращения с лошадьми. То есть кто там на гражданке, участвовал там в соревнованиях, там кто-то, может быть, обучал лошадей. Все это у меня группа так и опытных курсантов, я их называю джигиты. Вот. Потом отделяю сразу курсантов, которые вообще никогда не сидели на лошади, то есть лошадь видели только на картинке, либо, допустим, курсанты, которые когда-то где-то с лошади упали, в детстве, может быть, напугались, и у них страх остался. То есть вот я формирую, эта группа у меня начинающие, то есть это самые слабые курсанты, в плане конной подготовки. Вот, и остаются середнячки. В середнячки у меня попадают те, допустим, которые чуть-чуть ездят,
То есть, ну, если им лошадь подготовят, посадят, они поедут. То есть вот на таком уровне. Вот, или, может быть, у него есть желание научиться, он немножечко умеет, вот, но страха не испытывает. То есть вот это середнячки. Вот, и потом вот стоят лошади. То есть лошадей я точно так же делю. То есть есть лошади, на которых могут ездить у меня только джигиты. То есть лошади с характером, то есть за которыми нужно глаз да глаз, то есть их нужно контролировать постоянно, потому что если не будет этого контроля, они куда-нибудь там сорвутся, куда-нибудь залезут, что-то предпримут не то, что нужно на занятии, вот, и опять это может привести к травмам. То есть есть лошади, на которых можно посадить даже ребенка, и лошадь ничего нельзя, она будет делать то, что делают все лошади, как в цирке, ходить друг за другом, и ничего лишнего она делать не будет. Вот есть такие лошади, которые слушаются даже детей. Вот. Ну и средние, соответственно, лошади. Вот я, как бы зная лошадей, я курсантов, все у меня первые распределяются. Вот эта группа начинающих. Вот я им там... Ты смотрю на рост, маленький на маленькую лошадь, большой на большую лошадь. Вот, еще учитываю как бы физические параметры, потому что тоже я же не могу посадить курсанта 2 метра ростом, 100 килограмм веса на маленькую лошадку. То есть это тоже все учитывается. То есть и потом я распределяю джигитов. То есть они у меня в итоге забирают лошадей, то есть самых таких спокойных, самых покладистых. То есть потом у меня идут лошади вот эти все с характером для джигитов. Вот, ну и средняя масса остается, я уже вот этих середнячков раскидываю уже на оставшихся лошадей. То есть если закрепление произошло правильно, все, то есть курсант, все задачи, которые ему ставятся на занятии, он в состоянии выполнить. Бывают случаи, когда, допустим, ну, не получается. Там напугался, там еще что-то, или переоценил свои возможности, залез не в ту группу курсант. Вот он, стыдно ему сказать, что он боится лошади, он зайдет там в группу джигитов или в группу средних хотя бы, хотя он это, чтобы не стыдно было перед товарищами. Потом на занятии, естественно, возникают такие проблемы. То есть они выявляются очень быстро. Вот я уже вижу так, курсант не справляется, все, выбираю там курсантов, которые, допустим, из середнячков, которые сидят на таких более-менее спокойных лошадях. То есть смотрю, справляются, вот, и я их тогда просто пересаживаю. Прямо на занятии. То есть не просто так вот я закрепляю. То есть курсанты за каждую свою лошадь расписываются. То есть перед тем, как они подойдут к лошадям, я даю краткую такую характеристику о каждой лошади. То есть, например, вот эта вот лошадь при седловке там кусается, пинается. Вот, или, допустим, она ничего не кусается, не пинается, стоит абсолютно спокойно. Но вот, к примеру, когда выходить надо, она пугается и выходит очень быстро. Или, допустим, есть у нас лошади там абсолютно спокойные, идеально вообще даже не дернется, весь процесс седловки проходит, выходит сюда в манеже, все, малейшая ошибка курсанта, лошадь его скидывает. Есть и такие лошади. То есть есть наоборот, там устраивает концерт курсанту, вот, кусает, пинает, ведет себя как будто дикая лошадь, выезжает сюда, все это идеальная детская лошадь. А почему они себя так ведут? Они же, это учебные лошади, то есть получается каждая вот эта лошадь на протяжении своей жизни, то есть через себя пропускает огромное количество людей. Вот, со своими требованиями каждый заходит. Это я, имея опыт, я подхожу, вначале изучаю лошадь, а потом я ей буду уже какие-то свои требования навязывать. Вот. А есть люди, которые приходят, я же человек, я же лидер, то есть я же главный, и что ты меня не слушаешь, сейчас я тебе покажу, кто тут хозяин, и начинает свою волю навязывать. А лошадь, ты вообще кто? И откуда ты взялся? Ну вот и получаются вот такие вот конфликты, то есть между человеком и лошадью. То есть лошади, наши лошади, они прекрасно знают все мои требования на занятиях, вот они прекрасно знают, кто такие курсанты. Вот сейчас вот у нас молодой преподаватель, вот недавно пришел на кафедру, вот я ему дала лошадь такую спокойную, учебную, которая все умеет, все сама делает, вот, но она с характером. Вот, и я говорю, смотри, вот ты сейчас с ней нашел общий язык, то есть он, в общем-то, ничего не делает, когда ты с ним работаешь, он ничего лишнего не делает. Я говорю, увидишь, когда придет сейчас первый курс, увидишь, что эта лошадь будет делать с курсантом. Вот, то есть если они пугают курсантов,
То есть они знают, что курсанты, первый курс, они приходят, их лошадей не знают, побаиваются, все. У нас есть лошади, которые изображают из себя диких, да, чтобы с целью напугать. Вот. Потом, когда курсанты уже курс заканчивают, уже на экзамене, они уже лошадей знают, все уже эти же самые лошади ведут себя совершенно по-другому. То есть они великолепные психологи. Лошади. Именно вот такие учебные лошади. Они, в принципе, все животные психологи, по-любому. Особенно те, которые постоянно с человеком находятся. Но вот животные, на которых идет обучение, то есть они постоянно, каждый день новый человек. Сейчас учебный процесс начнется, в каждой группе там 20-25 человек, там плюс-минус. И вот считайте, каждый день 20... то есть получается, да, 10-12 групп проходит, и у нас в итоге получается... В течение месяца там 10-12 человек на этой лошади ездили, каждый со своими требованиями. А бывает так, что лошадь не принимает человека? Бывает. Это в связи с чем? Это связано, во-первых, у нас есть лошади, которые здесь родились, а есть лошади, которых мы, допустим, брали с границы. Были лошади, которых мы закупали, то есть уже как бы обученных, то есть у них уже за спиной был какой-то опыт, то есть кто-то, может быть, скакал, на ком-то, может быть, там кого-то пасли, то есть какой-то опыт у них был. То есть опыт этот не всегда хороший, бывает опыт плохой. То есть лошадь били, с ней плохо обращались. Она, естественно, это запоминает. Вот, попадая сюда, она видит перед собой курсанта, который боится. И она сразу же понимает, что она сильнее. И вот она начинается вот такой процесс, как бы, мстит не этому курсанту, а просто человеку в общем. Вот, ласка, любовь, лакомство, все это... время, естественно, требуется. Все это лечится. Это единичный случай, когда что-то где-то там остается. В частности, вот моя лошадь, которая сюда пришла, потому что он изначально, когда был молодой, у него был ужасный характер, то есть он бросался, он на людей бросался, он на лошадей бросался. То есть он не давал вообще себя трогать, он не давал одевать на себя оголовье. То есть, пришлось с ним повозиться. Потихоньку, все нормально. А у вас уже своя методика есть, да, какая-то разработанная для курсантов, для обучения? Получается, что есть. Я ее называю экспресс-методика, потому что у нас меня ограничивают во времени, и за это время я, естественно, хочу дать максимум знаний, максимум умений курсантам, чтобы они максимально, все, что можно выжать из этого времени, я стараюсь курсантам дать. Поэтому есть... А какое время? Сейчас у курсантов практических занятий на лошади всего 5 занятий, плюс экзамен, 6-е. То есть даже с нуля курсант должен выполнить то, что мы здесь показывали. А вы являетесь мастером спорта, да? Нет, я кандидат. Давным-давно я еще когда сама тренировалась, я дошла до кандидата, а потом у меня просто наслоилось, нужно было либо институт заканчивать, либо спортом заниматься. Вот, я немножко поздно начала спортом заниматься, поэтому у меня обычно мастеров они как раз к 10 классу и выполняют, то есть к 16 годам. Я пришла поздно, и у меня эта движка мне не позволила, то есть мне нужно было уже думать о высшем образовании. Вот, то есть был такой выбор, по настоянию родителей выбор пал больше на образование. Поэтому пришлось бросить спорт. Но все равно вы вернулись. Жизнь, я, честно говоря, я не рассчитывала на это. Я решила, что я с лошадьми все, я уже прощаюсь навсегда. Как так получилось, что вы
решили? Ну, вот просто предложили, ну, да, такие, как и были знакомые общие, которые связь поддерживали. Тогда был военный институт. Вот, и, видимо, вот этот отток, когда пошел в Россию, 90-е, середина 90-х годов, когда большой отток пошел в Россию, то есть должностей было много свободных. Вот, ну, и предложили, они говорят... Вот вариант, говорит, либо лошади, либо собаки. То есть на кафедру кинологии или на кафедру тактики пограничной службы, где у нас конная была раньше. Вот я говорю, ну собак мне дома хватает. Мы тоже собаками занимаемся, охотничьими. Вот я говорю, давайте лошадей. Вот, ну все. Вот, честно говоря, я не думала, что я так долго продержусь. То есть на тот момент мне тогда было, еще 25 лет не было. Вот я тогда смотрела на это дело, думаю, я же не буду в 45 лет на лошади скакать. Думаю, надо как-то поглядывать на кафедру кинологии, потому что там должность освободится, я перейду на ветеринарную подготовку. Вот, потом, когда этот возраст наступил, то не хочу никакой ветеринарной подготовки, я могу скакать. Да. Работа с лошадьми, можно сказать, что это стиль, образ жизни, да? Ну, это мотивирует сильно, очень сильно, потому что бывают иногда моменты тяжелые, то есть устаешь, там где-то что-то не получается, где-то какие-то наслоения происходят, то есть не справляешься, вот идет вот это морально-психологическое перенапряжение, не хочу работать, все, приезжаю сюда, лошадки, Дукатик, там, Даллас, там, то, посмотрела, все, отлегло, все замечательно. Начальник мой тоже говорит, что вы туда рветесь, в свой полевой учебный центр? Говорю, как будто у вас там дом родной. Я говорю, конечно, дом родной. Раз, два, три. Только я и все. Тихо. Здесь еще пекло. Должны такие люди работать. Водичку взять. Давайте водичку. Есть, да? Нету водички.